Хайырлы күн, достар, қалдарың қалай? Так, тема сегодняшнего урока это сурақ қою. Вот задавать вопросы это очень хорошая методика есть. Берете любую картинку, смотрите и сразу придумайте на ходу вопросы. Это очень сильно помогает при беседе, да, если привыкнуть к этим вопросам, составлять вопросы. Итак, используя вот эти вопросительные местоимения или вопросительные союзы, вы можете легко задавать вопросы. Не только к рисункам, давайте вот, например, можете взять любую вещь и сразу составить на ходу вопрос. Вот, например, кто, да, здесь первый вопрос написан. Относительно кто. У нас вопрос кто задается только к людям, именам людям. А животным миром у нас используется не что. К вещам и животным миру у нас используется не. Итак, кто написал? Кім жазды? Кітапты кім жазды? Или авторы кім, можно просто так сказать. Вот что написано? Что это? Бұл не? Такие простые вопросы. Неше бет, сколько страниц? Неге кітап жасыл? Кітап қалай аталады? Қашан дейді, когда дейді. Қашан шықты кітап? 2002 жылы шыққан екен. Қандай дейді. Түсі қандай? Какой цвет, да? Кімдікі, чья это? Менікі. Или понравилось, вот вопросительное местоимение, например. Вопросительный союз, то есть. Тебе понравилась книга? Саған кітап ұнады? Вот так нельзя закончить. Обязательно надо добавить вопросительный союзы. Саған кітап ұнады ма? Саған кітап ұнады ма? В казахе это быстро говорят. Кажется, что этот ма это одно из слов. Саған кітап ұнады ма? А на самом деле это отдельный союз. Если используются вот эти вопросительные местоимения, вот вопросительный союз нам не понадобится. Окей? Когда на русском просто без вопросительного местоимения просто ударение ставите, да? Понравился? Он пришел? Он келді ме? И так далее. Вот давайте. Относительно к этим рисункам я составил несколько вопросов. Можете остановить видео и перевести. Что на рисунке? Суретте не бар. Какое время было? Суретте қандай жыл мезгілі? Или қай жыл мезгілі, можете так. Давайте қай жыл мезгілі. Тебе нравится рисунок? Саған сурет ұнайды ма? Вот здесь мы добавили вопросительный союз. Ұнайды ма? Если слово твердое, то есть последнее слово у нас твердое, и поэтому выбираем ма. Если мягкое будет келді ме, тогда выбираем ме. Келді ме, пришел, келді ме. Что делает медведь? Аю не істеп жатыр. Вот это слово выучите, очень многие придется вам использовать. Не істеп жатыр. Что делает? Не істеп жатыр. Что делает? То есть третье лицо, да? А если ты что делаешь? Не істеп жатсың. Не істеп жатсың. Что ты делаешь? Или что он делал? Он не істеді. Прошедшее время. Да? Что он делал? Он не істеді. Дальше. Куда идет лиса? Только қайда бара жатыр? Куда идет лиса? Только қайда барады? Қайда бара жатыр? Вот так. Теперь задание вам. Задайте простых вопросов 6 на казахском языке. Можете сначала на русском написать, чтобы удобно было, легче и быстро перевести. Потом напишите в комментариях. Сау болыңдар.